Следующая вещь – навык. Навык. Если у вас есть идея, но нету навыка, что произойдет? Банкрот. Два пути есть к приобретению навыка. Первый путь – это вы найдете наставника. Второй путь – это что делаете? Собственный опыт по башке получишь. Кто из вас хоть раз в жизни с этим столкнулся? Бывал такой случай? Вы смотрите, я пошел в самом начале, как наш азиатский СССРский менталитет. У нас менталитет такой. Мы покупаем стиральную машину или магнитофон, сначала нажимаем все кнопки. Если не работает, потом читаем инструкцию. Так же? Да, это так. То есть, у нас подход такой. Все, мы с вами, делая, учимся. А вот сидеть, планировать, там, усваивать там, эту технологию и так далее, это европейское мышление. И там, да, западное мышление. А мы что делаем? Мы везде тикаем, все заставляем и так далее. У кого из вас был советский магнитофон? Бам, сбьешь, поет. Бывало такое? Вот какой-то странный подход оставалось у нас вот такое. Поэтому мы везде начинаем тикать, если не получается, потом начинаем читать инструкции. Вот это у нас в характере сидит. Я хочу вам очень просить вас, в бизнесе, пожалуйста, не делайте этого. Все мои банкротства, все трудности, которые я пережил, они с этим связаны. Я мог бы давно быть миллиардером, если вот эту ошибку не допустил бы. Давным-давно было бы другие уровни результатов. Только что я делал? Я пошел методом тикания. Давай сделаем так, не получится, давай вот так. Ой, не надо было это делать, давай вот так. Понимаете? Правую руку поднимаем, повторим за мной. Успех зависит от качества решений, которые мы принимаем. Чем больше мы принимаем правильные решения, мы приближаемся к своей цели. Чем больше принимаем ошибочные решения, мы отодвигаемся от своей цели. То есть, внимание обратите, качество решений, которые мы принимаем, это основа. Например, вы берете кредит, это вы решение принимаете, брать кредит или нет. Например, вы открываете это бизнес, или это магазин, или это цех, это оборудование покупаете. Вы принимаете решение, купить или нет, или другой купить, или это купить. Вы принимаете решение, когда с этим человеком быть партнером, или с другим быть партнером, и так далее. Бизнес – это каждый день принимаешь много-много решений. А некоторые решения за $100, некоторые 100 тысяч $, а некоторые решения $1 миллион стоят. А некоторые из них тебе помогают продвигаться, а некоторые назад бросают. Сильно бросают назад некоторые. Поэтому вот навыки, вот самый правильный путь. Хотите ресторанный бизнес заниматься? Найдите того, кто в этом номер один. Попробуйте у него учиться. Сейчас, когда пошел в Америку, и сейчас думаю, как ресторан запустить туда, я нашел миллиардера. У него 231 ресторанов. Сначала пошел, нашел его, платил за его консультацию, договорился, чтобы он будет моим наставником, будут меня учить в этом, потом только начнет там делать бизнес. Пока не учишься, лучше не делай. Будешь делать, проблема будет конкретно. То есть проблем много. Дешевле обойдется, лучше посоветоваться, лучше платить консультанту, лучше платить. Понимаете? Дешевле обойдется. Это очень важно понимать. Еще раз правую руку поднимем, повторим за мной. У всех богатых людей есть наставники, есть консультанты, есть советники. У бедных людей нету, потому что все знать сами. Да? Любого успешного человека посмотрите, у него есть советники, у него есть консультанты. У бедных нет, потому что они считают, что все сами так знают. Второй шаг для того, чтобы действительно вы стали успешным, сначала выберите идею, но обязательно, то есть третий шаг, ищите успешного человека в этом области. Вот какова стратегия, сейчас я объясняю своим ученикам. Например, если вы хотите
недвижимостью заниматься, найдите 20 хотя бы история успешных людей, которые разбогатели в этом рынке. Если вы хотите текстиль заниматься, то же самое. Хотите воду продавать, то же самое. То есть, но у вас должно быть примеры. Когда вы 20 историй изучаете, не один, не два, не три, 20, у вас в голове формируется четкая дорога, определенная стратегия. Вы точно поймете, как это делать. Кто понял? Но только надо учиться брать пример у того, кто это сделал. Поэтому я вам говорю, 20 историй изучай. И либо консультируйся у таких людей. Но один важный момент. Никогда не советуйтесь с теми людьми, которые не профессионалы в этом области. Например, кто это? Это ваша жена. Это ваш брат. Это ваши родственники. Потому что они вам дадут самый правильный совет. Закрывай. Я уверен, они сразу говорят, закрывай. Вы меня поняли? Пожалуйста, я когда-то 3 раза послушал, у нас менталитет такой, мы слышим брата, посоветуемся родственниками, как будто, вот когда свадьба делаете, посоветуйтесь, кого позвать. Это другое. В бизнесе надо позаветься с тем, кто это понимает. Вы согласны со мной? Пожалуйста, не советуйтесь с родными, близкими. Договорились? Советуйтесь с ними только в те областях, которые они хорошо знают, которые они профессионалы в этом. Мне тот день мой брат говорит, ты со мной не посоветуешься. Я ему сказал, 3 раза с тобой посоветовался, потерял много миллионов долларов. Он говорит, когда? Он же не знает, он же не читает. Я ему говорю, давай вот так. Я ему начал привести пример. Ты мне посоветовал когда-то продавать мою 5-комнатную квартиру в Душанбе на $1300. Сейчас эта квартира стоит больше 100 000. Потому что она очень правильным местом была. Мне, смотри, твой совет мне помогал разбогатеть или беднеть? Он сказал, ну да, ты прав. Я говорю, второй совет. Когда-то когда хотел строить свою школу, я начал бороться, мне выделили 10 гектаров земли. Вот я посоветовался братам, я брату сказал, послушай, вот здесь мне мэр города дает 10 гектаров земли. 10 гектаров, вы понимаете? Но это было чудо край города. Это как Жанат построить. Вспомните, в те годах, когда Жанат построили, все думали, какой он придурок, там туда пошел, кто туда пойдет. А сейчас, наверное, все думают, какой он умный. Помните, да, когда он построил, там была пустыня, ничего не было рядом. Вот именно так и было. Растущий город туда растет и так далее. 10 гектаров земли мне давал город. 10 гектаров. Это большая площадь. Потому что это город. И это Худжанды. И он мне говорил, зачем? Туда никто не пойдет. Столько денег потратишь. Это там коммуникация. Он мне целую неделю голову морочил, пока не отказал от этого. У меня все документы, все оставил, ушел. Год назад, или 2 года назад был, или год назад я приезжаю в Бишкек, этот Худжан, один парень приходит ко мне и говорит, наставник, вы не могли бы мне спонсировать, я занимаюсь недвижимостью. Я говорю, ну ладно, подойди, покажи, если твой проект мне понравится, конечно, буду спонсировать. Он приходит ко мне, как называется это, коттеджный городок типа. И вы представляете, он приходит ко мне с этим проектом на этой земли. И я спрашиваю, сколько стоит земля, он говорит, 6 соток стоит $30 000. Представьте, у меня был 10 гектаров. Кто понял? Хороший совет брата, правда? Несколько миллионов долларов. Несколько миллионов. Несколько миллионов. Это просто ужас. И у меня было много земли, там, где мой сад. И он меня целый год уговорил, что земля много, надо половину продать, не надо и так далее. Я 80 гектаров земли продал по $300 за гектар. Представляете? Сейчас по $2000 тебе никто не даст. Потом я брату сказал, ты мне старше, ты прав, ты старше, но мне надо с тобой посоветоваться. Но скажи, пожалуйста, такие советы мне нужны больше? После этого он никогда на меня больше не обижается. Пожалуйста, советуйтесь о деньгах только с тем, кто в них профессионал, кто в них разбирает. Только с ним посоветуйтесь. Следующий